Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Всем привет! Всем привет! Идите, отдыхайте. Вот сегодня я решила снимать влог и хочу у вас просить прощения у всех. Вы знаете зачем? Я перед вами провинилась. Я назвала козочек именами святых, оказывается. Я не знала. Простите меня. У нас всю жизнь были коровы Марта, Машка, бычок был Боря, Степан. И у других тоже, вот когда выгоняем пастбищу, кто кричит Зойка, кто кричит Машка, кто кричит Света. Почему-то все время у нас называли именами людей. А вот что Надежда, Вера и Любовь, я не знала, что святые имена. Теперь я знаю. Я свои ошибки исправлю. Теперь я буду знать, что нельзя называть именами людей животных. И рассказала своим внукам, внучкам и детям тоже. Они тоже знают и от поколения до поколения будут передавать. Я виновата, конечно, перед вами. Я свою ошибку исправлю и прошу прощения у Всевышнего и у вас. Я надеюсь, что вы меня простите. Я не знала. Я не знала, что Надежда, Вера и Любовь – имена святых. Теперь буду знать. Муж меня ни к чему не учил. Я просто, если Пасха, куличи пекла, красила яйца разными рисунками. С детьми уже сколько лет занимаемся. Если масленица, я блины пекла. Если ураза, то же самое. Свои же готовила блюда, хайер подавала. Подаяние, что ли, называется по-русски. Я думаю, все будет хорошо. Да, я переименовала своих козочек. Даша у нас Вишенька, Глашенька у нас Ягодка. А маленькие у нас тройняшки. Белочка, Беляночка и Снежинка. Снежинкой называла козленка, у которой есть рожки маленькие. У тех двоих нет. Я буду Снежинку различать, а тех двоих я не смогу различить. Они потому что совершенно одинаковые. Растут они, молока хватает, они растут, бегают, сено кушают, комбикорм кушают, водичку начали пить, ну и молоко пьют. От матери я их отняла, но молоко наливаю в блюдечко, и они оттуда сами пьют, напиваются. Молоко я измеряла. Рябинка дает молоко 3 литра в сутки. Второй раз только рожает еще рябинка. В прошлом году 2 литра давала, в этом году 3 литра дает. Каждый год вот так молоко будет прибавляться. Молоко очень жирное, хорошее. Но дети у меня что-то молоко не пьют. Но я им делаю катык, через блендер пропускаю, туда добавляю или ягоды, или банан, что-нибудь из фруктов. Чуть-чуть добавляю туда сахар или мед, и они пьют, им нравится. Но как вам имена моих подопечных? Нравится, не нравится? Я надеюсь, вы меня простите. Да пусть еще простит меня Всевышний. Ошибки можно делать, все делают, но их надо вовремя успеть исправлять, если они исправимы. Я думаю, моя ошибка исправима. У меня в комментариях часто встречаются такие рекомендации, чтобы когда я готовила, начала говорить сначала бисмилля.
Это значит молитва, наша мусульманская. Да, я всегда говорю, когда-то что-то делаю или готовлю, бисмилля я говорю. Но не на камеру же я буду говорить и молиться. И советуют, чтобы я ходила в мечеть. В мечеть я хожу, отдаю хаир, когда мне плохо, когда мне скучно, в день смерти моих любимых, я хаир отдаю, хожу в мечеть. И в церковь хожу. Мусульманам не запрещается в церковь ходить. Это дом молитв, тоже святое место. У меня муж был православным. Хотя я мусульманка, я хожу туда ставить свечи. У меня все-таки свекор, свекровь, муж и его два брата были православными. Я там ставлю свечки и заказываю службу. И мне становится легко. И одна мусульманка мне говорит, надо на намаз встать. Намаз считаю ли я? Нет, извините, я намаз не считаю. На намаз я вставать не могу. Если 5 раз намаз буду я считать, кто мои дела будет делать? Да, вы мне сейчас скажете, на намаз время мало уходит. Нет, время мало не уходит. Да мне еще время не подошло, чтобы я на намаз стала. И не обязательно, наверное, я думаю, чтобы все намаз считали. У меня мама начала считать намаз 65 лет. Она сама научилась, у нее было желание. Мы все выросли, никто ей не мешал. Сама она отнажила, сама же научилась. Но кто-то ей помогала, конечно. Но мне совершенно времени нет. Я одна. Но я не жалуюсь. Я все успеваю, я все делаю. Я и мужские работы делаю, и женские работы делаю. И за малышами смотрю. Теперь у них учеба началась. Их тоже надо с утра кормить, отправить. Кирилл учится утром, Владик учится после обеда. Это тоже тяжело. Я бы с утра отвезла бы их в школу, до обеда была бы спокойная. Кирюша сам ходит в школу, школа рядом. Он не хочет меня беспокоить, чтобы я с утра машину завела. Мамочка, я сам, говорит, с утра пешком пройдусь. Да, свежий воздух. Ему полезно. А потом до обеда я дела делаю, смотрю постоянно на часы. Когда время подойдет, надо же и кормить, и одевать. Смотреть, что надел, в чем пошел. Чтобы все ли принадлежности, все ли книги положил он в сумку. Все надо следить. И я его вожу, потому что у него школа подальше, и он еще у меня маленький. Да еще часто встречается, хотя я много раз ответила, где мама. У мальчиков мама работает на севере. Слава Богу, работает, алименты платит. Навещает, я не запрещаю. Кто постоянно смотрит мои влоги, они знают. Может, даст Бог, все будет нормально. Она тоже детей любит, дети ее любят. Я против матери ничего не говорю. Я не могу сказать, что она плохая. Она мне никогда против плохое слово никогда не говорила. Да и не посмеет, наверное. Она знает, что у меня мальчики хорошо живут, сыты, одеты, обуты, в тепле, в любви. Занимаюсь я с ними. Она насчет этого спокойна. Если она все исправится, все будет хорошо, захочет восстановиться, я не откажу. Наоборот, буду поддержать. И чтоб детям было хорошо, хоть с одним родителем. Вот так. Сейчас я хочу вам показать, как я своим мальчикам
творожные шарики делаю. Им очень нравится. Они любят чай пить. Мы и печеньки покупаем в магазине, но им нравится, когда я что-то готовлю к чаю. Они спрашивают: мамочка, а к чаю что у нас? Ну и нам не мешает лакомиться с творожными шариками. Мне тоже нравится, но там, конечно, сахара много. Я придерживаюсь, у меня сахарный диабет, вы знаете. Мне нельзя больно, но я все равно ем. Я все ем, но в меру. Как мне сказала врач, кушай все, но в меру. И поэтому у меня и сахар держится пока в норме. Начинаем готовить творожные шарики. Для этого нам надо будет грамм 300 творога, у меня чуть больше, 2 стакана муки, щепоточки соли, пол чайной ложки соды, стакан сахара, 3 яйца и подсолнечное масло. Вот у меня тут творог. Я кладу туда сахар, яйца, и все вместе растираем. Чтобы комочки не остались. У меня комочков нет. Когда бывает творог с комочками, я через сито пропускаю, чтобы комочков не было. У меня есть специальное сито железное. Через железное сито я пропускаю. Теперь сюда же добавляю пол чайной ложки соды. Немножко соли, чуть-чуть. И муки. Тут у меня 2 стакана. Посмотрим, как получится. Заодно я включаю сковородку. Вливаю туда масло подсолнечное 0,5 литра. И жду, когда греется. Все хорошенько перемешиваем. Теперь в блюдечко наливаем подсолнечное масло немножко. С этим маслом будем смазывать свои руки. И начинаем катать маленькие шарики, вот такие, сантиметров 2, наверное, где-то. Я стелила одноразовый мешок в свою разделочную доску, чтобы не прилипло. И ждем, когда в сковородке масло закипит. Вот таких шариков сделаем. Они все равно увеличатся при жарке. Я вижу, что раскалилось масло, и теперь свои шарики погружаю в масло горячее. И ждем, когда зарумянится, постоянно помешивая. Это как баурсак, тоже надо мешать постоянно. Посмотрите, они какие румяные делаются и увеличиваются. Выглядят аппетитно. Детей иногда можно баловать с такими шариками. В наших деревенских сельских магазинах толком ничего не было. Ни мороженое не видели они. Когда в город только ездили, были мороженое. И то без детей поедешь, как привезешь 60 километров. Никак не привезешь, все растает. И в то время начала печь черепаху, таких шариков творожных и разных-разных печенюшек.
с чем-то хотели удивить детей, чтобы вкусно все было, старались по-своему. Это в городах было все. Некоторые удивляются, что не может быть такого, все было в таких годах. Нет, в нашем селе ничего не было. В детстве мы магазинными выпечками, печенюшками вкусненькими мы детей баловать не смогли. Мы готовили сами. У меня младшенький внук заболел. Его в школу не приняли. Я вам показала первый день, когда в школу ходили, что наших детей в проходном проверяют температуру. А у Владика температура была 37,2. Нас в школу не пускают. Я не успела отъехать, мне уже звонят, что у Владика температура 37,2, нужно срочно забрать. Я поехала за ним, забрала его и сразу пошла в больницу. Там нам прописали лекарства. Вот мы принимаем. А ночью температуры не было. И вообще больше температуры не было. Почему-то у него в тот день была температура. Сама удивляюсь. Вот сейчас немножко покашливает. Делаем ингаляцию. Лечение получаем. Температуры нет. В понедельник нам на прием. Он учится у меня после обеда. Если все выздоровеет, он пойдет в школу в понедельник. Возьмем справку у врача, что он у меня здоров. Попробуйте вы. Может, кто-то делает. Я думаю, делаете. Они очень вкусные. Тесто липкое, поэтому руки смазываем подсолнечным маслом. Они быстро жарятся. Только вы осторожно бросайте. Масло брызгается. Шарики делаются большими. Они воздушные, вкусные. Я не устаюсь, но парочку да я съем, а больше не буду. Больше мне нельзя. Они жареные. Там сахара много еще. А дети с чаем пьют. Погода у нас на улице прохладно уже. Осень. В лес еще никак не съездил посмотреть там красоту яркую. Как-нибудь надо с детьми поехать. Время заготовки. Времени хватает. А вот наши творожные шарики. Вот столько получилось у меня. Довольно много. Этот хочет показываться. Падает прямо. Вот какие они. Они выпекаются хорошо. Очень вкусные. Скоро полдник, а идите с нами чай пить. Творожными шариками вкусными. Всем приятного аппетита. Очень мало отнимает время. Намешай, да жарь. Продукты доступны. Детям очень понравится. Попробуйте, если кто не попробовал. Ничего сложного нет. Любой человек может готовить. Даже дети могут готовить, только жарить им опасно. На этом я свой влог заканчиваю. Пишите мне в комментариях, что вы думаете, как вы считаете нужным. Задавайте свои вопросы. Если вам не смогу ответить в комментариях, не смогу писать, то я вам вот так отвечу, когда что-нибудь буду делать. Спасибо, мои дорогие. Я вас всех люблю. Я у всех вас прощения прошу. Будьте здоровы, не болейте, не поддавайтесь паникам. Пусть у вас в семье будет
все ладно, мирно, уютно. Пусть царит у вас в семье взаимопонимание, царит пусть любовь, чтобы наши дети не болели, внуки, мы сами. Всем пока-пока. До следующих встреч. Буду рада отвечать на комментарии. Кому понравилось, ставьте лайк. А кто первый раз, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Всем пока-пока.